Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Радченко. Коротко о главных темах. Более 20 руководителей управляющих компаний проверят на действительность квалификационных аттестатов. В случае несоответствия – лишение должности и крупные штрафы. Основной этап ЕГЭ стартовал сегодня. Выпускники напишут химию, географию и литературу. Якутские футболисты одержали первую победу на дальневосточном матче. Верх взят над Белогорском. Начнем с гидрологической ситуации на водоемах Якутии. Итак, активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Булунского района у населенного пункта Кюсюр. Протяженность 180 километров. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня. Активная фаза на Колыме проходит по территории Нижнеколымского района в районе Черского до критического уровня более 1 метра. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в начале июня. На реке Алазея активная фаза на территории Среднеколымского района, нижняя кромка у Андрюшкина, верхняя у Аргахтаха. Вода ниже критических отметок в обоих населенных пунктах. Без осложнений, по данным МЧС, ситуация на Индигирке. Активная фаза проходит в Валайховском районе. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня. Как и на реке Яне. Там активная фаза в Устьянском районе, ниже и выше Нижнеянска. Вода ниже максимально допустимого уровня. Протяженность ледохода составляет 30 километров. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня. Кроме этого, МЧС сообщает, что в Колымской группе районов сформированы силы ведомства в составе 45 человек личного состава, 6 плавсредств и 2 воздушных судов. Гидрологическая обстановка развивается без осложнений. Теперь о лесных пожарах. По данным Минэкологии Якутии, в регионе ведут работы по тушению 8 возгораний. Площадь, пройденная огнем, почти 450 гектаров на территории 5 районов. Это Тампонский, Нюрбинский, Намский, Алекминский и Верхневилюйский. Из них локализовано 3 пожара. На тушении задействовано порядка 300 человек и 30 единиц техники. Также сообщается, что за минувшие сутки возникло 2 новых очага на площади 10 гектаров, а ликвидирован 1 пожар. К другим новостям. Инвестиции, мегапроекты и арктический гектар. В Москве подвели итоги работы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики за 2020 год. С какими вызовами пришлось столкнуться регионам, чего не хватает, а где удалось прибавить, выяснял наш СОБКОР в Москве Максим Кардозов. 2020 год для Дальнего Востока и Арктики прошел не без потерь. Главными триггерами региона стали продолжающийся отток населения, усугубились проблемы с транспортной доступностью, сократилось и количество инвесторов. К сожалению, нравится нам это или не нравится, но пандемия отразилась на, скажем так, контакте с инвесторами. Мы стали меньше встречаться, значит, меньше получать информации, а это очень плохо, потому что все люди, которые пришли с инвестициями на Дальний Восток, это люди, которые нам поверили. Мы должны восстановить контакт в полном объеме. Такую задачу я министерству поставил. Но, несмотря на все трудности, в регионе не останавливалась работа на мегапроектах. Судостроительный комплекс «Звезда», Амурский газоперерабатывающий завод, космодром «Восточный». Особняком стоит и Северный морской путь, который только набирает мощности. И по его периметру уже создается уникальная инфраструктурная система. Здесь вся экономика, весь комплекс и того, какие недра разрабатываются, какие инвестиционные проекты реализуются, какие для них нужны кадры, какие для этих кадров нужны объекты социальной инфраструктуры. Мы завершаем работу сейчас над самой продвинутой в России системой цифрового планирования, созданной на базе российского программного обеспечения, которая как раз моделирует экономику Севера, основанную на экономике Северного морского пути. Развитие Северного морского пути для Якутии – это стратегически важный момент. Тикси уже преображается, там появляются новые инфраструктурные проекты. И в 2020 году в республике, несмотря на пандемию, удалось многое реализовать. Очень много делается сегодня по развитию арктических территорий. Активно развиваются наши компании. Вы знаете, что в 2020 году во многом удалось удержать уровень промышленного производства. И это тоже во многом благодаря слаженной работе Министерства Дальнего Востока и Арктики. Идет бурное строительство кардиологического центра, онкологического центра. Решен вопрос начала строительства Ленского моста. И вы знаете, что строительство уже начинается, и мы идем в графике.
Во время своего отчета глава Миндальвостокразвития отметил, что в 2021 году правительство особое внимание уделит транспортной доступности региона. Начнется оснащение дальневосточной авиакомпании, а также будет поднят вопрос субсидированных авиабилетов, чтобы в будущем их смогли приобретать все жители Дальнего Востока без возрастных ограничений. Максим Кардозу, Виктор Ольсов, Москва. Региональный Госстройжилнадзор инициировал внеплановые проверки в отношении 21 руководителя управляющих компаний. Поводом послужило окончание срока действия квалификационных аттестатов. С 2020 года ведомство неоднократно направляло предостережение о своевременном прохождении повторной аттестации, так как ее отсутствие является грубым нарушением не только законодательства, но и лицензионных требований. Если по итогам проверки жилищный инспектор выявит факт отсутствия аттестата, то руководителям УК грозит штраф на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок 3 лет и штраф на управляющую компанию, но уже в размере от 250 до 300 тысяч рублей. Выпускники школ вышли на финишную прямую. Сегодня стартовал основной этап ЕГЭ. Ребята пишут химию, географию и литературу. Все пункты проведения экзаменов готовы и прошли 7 региональных и 3 всероссийских тренировочных мероприятия. В этом году в Якутии сдают ЕГЭ около 7 тысяч одиннадцатиклассников этого и прошлых годов. 11 же класс заканчивает более 8 тысяч человек. Кроме этого, экзамены будут сдавать более 12 тысяч девятиклассников. Все меры безопасности сохраняются. Это ограничение по количеству участников в аудиториях, зигзагообразная рассадка, термометрия, проветривание аудиторий, а также установка рециркуляторов и другое. Для сдачи ЕГЭ подготовлен 231 пункт, из них 7 на дому. Девятиклассников примут 339 пунктов приема экзаменов, из них 23 организованы на дому. В этом году ЕГЭ, как и в прошлом, будут сдавать те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Напомним, основной период сдачи ЕГЭ с 31 мая по 2 июля. Дополнительный с 12 по 17 июля. Выпускники школ, не планирующие поступление в вузы, для получения аттестата сдают государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Выпускникам, сдающим ЕГЭ, для получения аттестата необходимо получить баллы выше минимального порога на ЕГЭ по русскому языку. Кстати, в этом году ЕГЭ по базовой математике никто не сдает. Профильную выбирают те, кому она нужна для поступления в вуз. Однако расслабляться выпускникам следующего года не стоит. Эксперты уверены, что эта форма только на 2021 год. В следующем для получения аттестата надо будет сдавать и русский язык, и математику. Новинка года ЕГЭ по информатике впервые пройдет в компьютерной форме. Во время экзамена можно пользоваться текстовыми редакторами, редакторами электронных таблиц, а также средствами для программирования. Рабочие места участников не будут иметь доступ к сети интернет. Проверка работ участников ЕГЭ по информатике и информационным технологиям в компьютерной форме отличается тем, что не проверяется предметной комиссией. Оценивание будет автоматизированное. В этом году на экзамен по информатике и информационным технологиям отведено 2 дня, поскольку много выпускников выбрали этот предмет. Основное отличие экзаменационной кампании 2021 года в республике – переход на новые технологии. Так, все экзаменационные материалы будут передаваться по сети интернет, что упрощает процесс доставки. А печать и сканирование полного пакета экзаменационных материалов будут проходить непосредственно в аудиториях, пунктах проведения экзаменов. Ранее все они сканировались в штабе пункта. Для того, чтобы получить аттестат с отличием и золотую медаль, помимо наличия итоговых отметок «Отлично» по всем учебным предметам, необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым учебным предметам по выбору. Если же выпускник выбрал государственный выпускной экзамен, ему необходимо получить оценку 5 по 2 предметам – русскому языку и математике. Выпускники могут изменить или дополнить перечень указанных в заявлении учебных предметов и сроки участия только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. По каждому случаю принимает решение Государственная экзаменационная комиссия. Экзаменационная кампания 2021 года будет проводиться в непростых условиях, в режиме повышенной готовности. В пунктах проведения экзаменов будут приняты все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. С 2016 года регионы страны по итогам проведения государственной итоговой аттестации делятся на 3 зоны по проведению ЕГЭ – красную, желтую и зеленую. Якутия входит в зеленую зону как регион, который эффективно осуществляет организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации.
Якутские мотоциклисты открыли очередной мотосезон. После вынужденного почти полугодового простоя байкеры наконец выгнали из гаражей своих железных коней. Мотоциклисты с вниманием отнеслись к вопросу безопасности. К участию в пробеге допускались только в шлемах. Порядок на дороге же обеспечивали сотрудники ГИБДД, которые отмечают, с каждым годом любителей мототехники становится все больше. Многие из этих любителей принимают участие еще и в различных социальных проектах. Мы проводим достаточно большое количество мероприятий социальной направленности. Это мы и сотрудничаем с детским домом «Берегиня», постоянно ездим к детишкам там, показываем мотоциклы. Потом есть такая хорошая акция, которую запустили «Ночные волки» совместно с МЧС по всей России, называется «Русский лес». Это, значит, акция приурочена к высаживанию леса по всей территории России. В Якутске прошел матч первого тура Дальневосточной юношеской лиги по футболу. Борьба развернулась между якутской командой «Арктика» и белогорцем из Белогорска. Победу со счетом 2-0 одержали хозяева поля, а за накалом страстей следил Юрий Осипов. Якутская команда «Арктика» готовилась к соревнованиям на протяжении нескольких месяцев. Команда собрана из разных улусов республики, а также города Якутска. Я думаю, сейчас ребята готовы, заряжены и постараемся выложиться на все 100% и показать хороший футбол. Так слабых команд нету, все очень сильные команды, и мы с ними уже давно играем. Ну вот Белогорск, мы с ним первый раз встречаемся, сколько мы тут тренируемся, участвуем на соревнованиях на Дальнем Востоке. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 2-0. Отборолся и вновь с мячом Никита Угай. 7-й номер удваивает счет. Сейчас проходит только первый тур юношеской футбольной лиги, и впереди еще десятки матчей. Как отмечают организаторы, это чемпионат среди лучших футбольных школ Дальнего Востока. А потому здесь не может быть легких побед. Это лига, то есть каждая команда играет с каждой. Одну игру на выезде и одну дома. То есть 9 игр у нас пройдут здесь в Якутске, и 9 игр наши ребята проведут на выезде по городам Дальнего Востока. Самое главное, что дети получили возможность поездить, посоревноваться. Все спортсмены, они растут только когда соревнуются с самыми сильными соперниками. Поэтому это очень хорошая возможность для наших ребят. В дебютном сезоне в лиге принимают участие игроки 2006 года рождения, а всего за звание победителей борются 10 команд. По сообщению организаторов, соревнования будут проходить все лето и часть осени и завершаться в середине октября. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.